Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы переходим на игру Caribbean Legend. Ребят, Caribbean Legend — это название патча, как я уже разобрался на предыдущем видео. Патч на Корсары, каждому свое. Патч, мод, модификация. Это не полноценная игра, это не новые Корсары, это те же самые старые Корсары, куда добавили из шипака пару модификаций. Все, пока ничего интересного я не вижу. Возможно, я переобуюсь и поменяю свое мнение, ребят, но в данный момент я ничего сверхъестественного не вижу. Единственное, что хочу отметить, это поменяли разрешение экрана. Ба, ребята, вы столько лет меняли разрешение экрана, это капец, конечно. И за это просят 2000 рублей за картинку Full HD. Круто, я оборжался. Ребят, не забывайте, пожалуйста, писать комментарии под этим видео, как вам эта игра. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Напишите мне, я вам отвечу. Не забывайте, ребята, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, жмякайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео и стримы, естественно. В ссылке, которая находится в описании под видео, вы найдете все. И плейлист, и канал мой Яндекс.Дзен. Все будет указано там. Ребята, переходите в описание, смотрите, все полезные ссылки будут только там. Ну, я как понял, первое видео будет, скорее всего, это пилотный проект Корсаров. Каждому свое, назовем это так. Пока я так это называю, ребят. Но это первая серия официального сюжета Корсаров, каждому свое. Блин, ребят, я буду так говорить. Хотите, говном мне закидайте, хотите, не закидывайте, но я буду так говорить, потому что пока я не могу назвать это полноценным новым проектом. Ничего нового я в игре не вижу. Поэтому я не играл в Корсара, каждому свое уже 100 лет. Я буду постепенно вспоминать вообще, как играть. Ну, я вижу, город немножко переделали. Там домики местами поменяли. Ну, ребят, так мододелы делают, как бы. Тут ничего сверхъестественного нету. Ладно, будем, короче, играть, и постепенно я буду хаять, короче, игру, ребята. Хаять за что? Ну ладно, площадь переделали. Ребят, я согласен. То есть грустные, унылые картинки пропали. Сейчас эти грустные картинки стоят просто в другом месте. Ребят, надо воспользоваться очередным багом, который здесь в любом случае не исправили. Багом на оружие, потому что у нас его отберут, когда мы пойдем в гости к губернатору. Так, это форт. Ну, по крайней мере, мы проверим, работает этот баг или нет. Кстати, меня музыка здесь не бесит почему-то. Я бы ее даже добавил. Музыка красивая, вот серьезно. Почему-то, когда мы включили Диего де Монтоя, я не обратил внимания по настройкам. Ребят, почему именно за Шарли-то играем, а не за Диего, не за Вильяма Паттерсона? Там сюжетный режим просто отсутствует. Смысл мне играть в Корсары, если нету сюжетного режима? Ну, я, конечно же, оставил там сохранение туда-сюда. Может быть, как-нибудь на стриме поиграем. Но, блин, ребят, мне хочется сюжета, посмотреть, что поменяли. Как бы О, смотрите, скала. Ровная. Блин. И угольная. Но, как ни крути, море, оно всегда было красивым. Странно, чемодан почему-то другой. Так, стоп. Давайте вспомним, как снимать снаряжение. Так, у Шарли валлонская шпага. Как ее снять? Нельзя снять предмет в данный момент. Да ну нафиг. Вы угораете. Походу, над этим багом ребята поработали. Я серьезно? Снаряжение, снаряга. Снять. А не снимается, ребят, никак.
И у меня пистолета нету. То есть, ребята, то, что мы делали в Корсарах каждому свое в более старой версии, то есть снимали оружие и клали в сундук, чтобы потом оттуда его забрать, эта хрень не работает. Ее, короче, понерфили. Не пофиксили, ребята, понерфили. Потому что, мне кажется, это не плюс, это минус. То есть я должен был это показать для того, чтобы не было вопросов, чтобы вы не писали вот этих комментариев. А почему вот ты же тогда вот так делал, а сейчас это не сделал? Блин, ребята, они переработали игру. Переработали, имеется в виду, миссии, там, еще мы и проверять будем квесты. Добавили, ну, в принципе, это сделано круто. Я, конечно, зря игру, наверное, парашу. Они добавили режим исследователя, то есть... из-за чего пуканы сгорали раньше в игре, допустим, дается ограниченное число времени, допустим, чтобы там Элен куда-то перевести. Сейчас игре пофиг, сколько я буду времени ее вести. И это круто, в принципе. То есть я этим самым облегчил игру, но сложность у нас средняя. Как ни крути. Так, ну давайте поиграем тогда в сюжет. Надо поспрашивать про брата. Здрасте. Моряк, я вообще-то занят, что тебе? Мне нужна информация. Извините, вы не знаете, где я могу найти человека Мишеля де Нампе? Он может быть где-то у вас в городе. Ничем не могу помочь. Мне пора идти. До свидания. Понятно. Прошу прощения за беспокойство. Давайте вот этого гражданина Все спросим. вопросы к офицеру. Да иди отсюда. Мужчина, Земля подождите. нынче в цене. Так-так. Здравствуйте, мне нужна информация. Извините, месье, вы не знаете, где могу найти человека Мишель де Нампе? Он должен быть где-то у вас в городе. Увы, но я впервые слышу такое имя. Блин, читернуть или нет? Я же не буду весь день по городу. Девушка, а может вы его знаете? Привет. У меня вопрос. Мадам, вы не знаете, где могу найти человека Мишеля де Нампе? Увы, но я впервые слышу о нем. Он же известный вроде чел, как бы был. А я перейти никуда не могу. То есть настолько все упрощено, что невозможно ничего сделать. Так, у этого квест, как я понял. Григуар Валинье. Это ты, да? Григуар. А я не могу с ним поговорить. Зашибись. Месье, а вы мне Здесь скажете... меня все устраивает. А вас? Ничем не могу вам помочь. Да чё вы какие все злобные-то, я не пойму. Короче, я хочу читернуть. А читерство заключается в том, что я сейчас тюрьму должен найти. Это что? А вот хрен я в этот орден. То есть в начале игры зайти в сам орден и в тюрьме найти брата не получается. Закрыто, блин. Так, ну ладно, пойдет. Я немножечко музыку убавил, потому что, мне кажется, она слишком громко играет, давит на мозги. Ну, пошлите к губернатору. А ты знаешь, кстати, где мой брат? У меня есть вопрос к тебе. Нифига себе, прикиньте, у меня корсарах фризанули. Это же жесть. Месье, вы не знаете, где мой брат? Увы, но я впервые слышу. Короче, никто его не знает. Такое впечатление, что брат меня наколол. Его здесь нет. Пошлите к губернатору. Да, я знаю без сюжета, ребята, но я постараюсь, конечно, сделать вид, что я очень сильно удивлен. Губернатор что-то нам сказать хочет. Итак, что привело вас ко мне, сударь? Что вам угодно, месье? Здравствуйте, ваша светлость. Я только что прибыл из Парижа, я разыскиваю Мишеля де Нампе. Не могли бы вы посодействовать в моих поисках? Вы ищете Мишеля де Нампе? Очень интересно. И зачем же вам он понадобился? Я его брат. Отец сообщил мне, что у Мишеля неприятности, ему требуется помощь, и я... Вот как? Что-то я не припомню никакого брата у месье де Нампе. Вот что, сударь, вы мне скажите, кажетесь очень подозрительным, и я вас арестую для дальнейшего разбирательства. Лейтенант, взять этого человека под стражу? Ну, ваша светлость! Стой, собака. Немедленно сдать оружие и следовать за нами. Вот так влип. А валлонскую шпагу нельзя было оставить, потому что, блин, это убрали. Ну чё, ребята, Шарль в тюрьме. Давайте хоть фоточку сделаем на память.
Блин. Я представляю здесь интересы Его Величества Людовика XIV. Добрый день, Шарль. Позвольте представиться. Филипп де Пуанси. И я, какого черта меня задержали, посадили в тюрьму. Это форменное безобразие. Французский дворянин. Хорошая шутка. Короче, я в замешательстве. Молодой человек, я попрошу вас не перебивать меня. Вы разговариваете с генерал-губернатором французских колоний Карибского архипелага. Я прощаю вам дерзкий тон лишь потому, что вы не могли знать, кто стоит перед вами, но я рекомендовал бы впредь более быть сдержанным. Простите, ваша светлость. Так-то лучше. Что касается вашего вопроса, то вас по ошибке приняли за испанского шпиона и поместили под арест до выяснения. В последнее время проклятые кастильцы активизировали свою деятельность во французских поселениях, поэтому я лично издал приказ задержать всех подозрительных людей. Но сейчас во всем разобрались. Вы действительно Шарль де Мор, брат Мишеля де Нампе, и я лично, подчеркиваю, лично явился в эти казематы, чтобы выпустить вас на свободу. А вы кричите и ведете себя словно мальчишка. Еще раз приношу свои извинения, ваша светлость. Так и свободен? Да, вы свободны, но прежде чем сержант отопрет двери вашей камеры, мы с вами поговорим по душам. Вы, вероятно, в курсе, что ваш брат один из достойнейших воинов Ордена Мальтийских рыцарей, арестован и помещен под стражу. Я знаю лишь, что мой брат попал в беду, ему нужна помощь. Я для этого и прибыл сюда из Парижа. Что же, я очень рад этому. Я хочу сообщить вам, что у месье де Нампе серьезные неприятности. У меня есть все основания подозревать его в злоупотреблении служебными положениями в личных целях, присвоение не принадлежащему ему имущества и клятва преступления. Однако вы действительно можете помочь вашему брату. Месье, вы не могли бы объяснить подробнее? Я что-то совсем не понимаю. Мишель был гордостью Ордена и... Я тоже так считал. Мы ведь все так считали, но его недавние поступки заставили нас усомниться в его преданности делам Ордена. Настолько усомниться, что он был помещен под стражу. Подробности вам расскажет сам Мишель. Он же объяснит, каким образом вы можете помочь снять с него обвинение и избежать позора. Где же мой брат сейчас? Вы сказали, он в тюрьме, но я не видел его здесь. Юноша, разве я сказал, что он посажен в тюрьму? Вы меня внимательно вообще слушаете? Я сказал, взят под стражу, а это не одно и то же. Мишель де Нампе содержится под арестом в подземной базе Сен-Пьера, принадлежащей Мальтийскому ордену. Я разрешаю вам неограниченное число раз посещать базу и беседовать с вашим братом столько, сколько вы сочтете нужным. Офицеры и солдаты ордена ознакомлены с моим распоряжением и не будут чинить вам препятствий. Где же находится эта база? Хотя мы возле нее, ребят, стояли. В Сен-Пьере, конечно. Найдите большое здание городских казарм и войдите в дверь, на которую нанесена символика ордена. Затем спуститесь по ступеням вниз на второй подземный ярус к казематам. Там и отыщите месье де Нампе в одной из камер. Впрочем, не беспокойтесь, на выходе из тюрьмы вас встретят и проводят к вашему брату. А я распорядился на этом все. Надеюсь, мы еще с вами встретимся, Шарль. Сержант! Постойте, ваша светлость, а мои вещи, шпага и прочее... Вещи конфискованы в счет уплаты долгов вашего брата. Всего доброго, месье Мор. Отдай шпагу мою! Зараза! Тут очень гнетущая атмосфера, я хочу отсюда уйти. Вот калиточка. А ну не мешай. Вот и чудно. Все, уходим. Сюжет, я не знаю, мне на стриме однажды Вы кто-то кто? из ребят... Куда идете? Проходите. Я не понял. Охренеть! Ребят, это другой сюжет. Он мне сказал, какой-то чел меня поймал просто.
И меня за какое-то пиратство осудили. А как такое вообще могло произойти, ребят? Я не понял. Я не дочитал, серьезно. Брат, привет. За какое пиратство меня осудили? Я вообще не пират. Чел, можно с тобой поговорить? Нет. Так, ладно, допустим. А что мне делать? Мне маленько напрягает тот факт, что почему мне не дали прочитать. Так, давайте на всякий случай сохраним. А я попробую переиграть этот момент. Это тот самый момент, ребята, это конкретно тот самый момент, когда мы выходили из тюрьмы. То есть пришлось немножко переиграть, поставить игру на паузу. Давайте выйдем и прочтем, что же у нас будет. Вы кто? Куда идете? Это вы ищете Мишель де Проходите, Нампе, не вы его брат? задерживайтесь. Да, это так, я его брат Мишель. Мне нужно срочно увидеть Мишеля. Он попал в неприятности, да? К сожалению, да, месье. Мишель арестован и находится в нашей тюрьме. Приказ о его помещении под стражу был выдан и подписан самим Шевалье де Пуанси, генерал-губернатором французских колоний архипелага. Мы все были буквально ошеломлены этим. В смысле, а меня почему в тюрьму-то посадили до этого? Я не понял. Ваш брат — образец мужественности, решительности и отваги, гордость нашего ордена. И тут такое угнетает также то, что мы, его друзья, вынуждены теперь запирать за ними решетку, казематы и смотреть, как за преступником. Мы делаем все, чтобы облегчить ему участь, но тюрьма — это есть тюрьма. Так в чем же его обвиняют? Он совершил преступление? Какой вздор, чистой воды вздор. Они обвинили Мишеля в растрате и присвоении государственных денег. Это полная чушь. Мы все уверены в том, что это какие-то грязные политические игры, и Мишель участвовал в секретных операциях, проводимых орденом, и, видимо, узнал больше, чем ему положено было знать. И что же еще? Но красть деньги — это никто не верит. Это предлог, а не причина. Причем грубый и нелепый предлог. Но довольно слов. Ваш брат очень ждал вас. И, думаю, он сам вам все расскажет. Хорошо, где находится тюрьма? Это на нашей подземной базе, тут в городе. Следуйте за мной, я проведу. Ребят, прикиньте, а до этого меня арестовали почему-то. Меня арестовали, я серьезно. Вас осудили за пиратство. За какое пиратство, алло? Я не понимаю, за какое пиратство меня осудили? А можно как-то время протянуть? Нет. Если это прикол от разрабов, то, что я скачал пиратскую версию игры, то, блин, ребят, блин, аплодирую стоя, серьезно. Это охренительная шутка. Почему меня за пиратство-то осудили? Я же не пират. Кстати, время не идет. (11:55). Время ускорено до тройки. Поговорить ни с кем не могу. В чем прикол-то? Француз! Дай поговорим. Говорят, в тюрьме время очень долго идет. Это правда. Чё, Все еще раз? вопросы к офицеру. Здравствуйте, месье, чем могу помочь? Благодарю вас. Вы уже мне ничем не поможете. В смысле ничем? А как мне отсюда выбраться-то, ё-моё? Шарль сам от помощи отказывается. Так, с этим бродягой я ничего не могу сделать. Время вообще остановилось. Так, ну ладно, давайте мы из этой тюрьмы выходим. То есть мне в любом случае надо выйти. Вы кто? Куда Да, идете? блин, Проходите, не задолбал. задерживайтесь.
А можно за ним ходить не буду, а? Давайте подождем, чтобы он зашел. Может, это игра так это делает. Итак, открываем дверь. Короче, ребят, я понимаю, что у меня репак-версия не лицензионная, потому что за это платить, это надо, я не знаю, просто, не знаю, пьяным, наверное, быть, чтобы за это заплатить. Короче, игра немного кривая. А кривая вы видели в чем? Я шел за этим человеком из Ордена, и меня сажали в тюрьму зачем-то. Ну, может быть, этот прикол связан с тем, что я, типа, играю в пиратскую версию, и, типа, если это так обыграно, блин, ребят, я вам аплодирую стоя. Это прикол, это ржач. Мне нравится. Стоит мне перезагрузиться, и я уже как бы дальше могу проходить. Так что придется очень долго сохраняться. Вот мы и пришли. Вот наша база Ордена Мальтийских Рыцарей. Казематы находятся внизу. Пройдите мимо столовой и комнаты для молитв. Спуститесь по лестнице вниз. Там вы найдете коридор с зарешетченными камерами. В одной из них содержится наш несчастный брат. Ступайте, Шарли, помогите нашему Мишелю. Он ни в чем не виноват. Здесь все готовы подтвердить это под присягой. Я затем и прибыл в эту иглу, чтобы помочь брату. Надеюсь, мне удастся хоть что-то сделать. Не, ну, ребят, это уже, в принципе, переделка сюжета. Это можно считать. Давайте сохранимся, блин. Сейчас меня арестуют, уведут, посадят, что-нибудь случится, вот реально. Постепенно вот так вот надо просто сохраняться. Здесь есть быстрые клавиши сохранения F5, там туда-сюда. Но у меня OBS отключится, если я буду ими пользоваться. Так, ну я помню, куда идти, поэтому я сильно не вникал, что он мне сказал. Ребята, помните, где я сидел? Это было вот здесь. Хочешь оказаться вот тут, а не там? Почаще сохраняйся. Почаще нужно сохраняться, ребята, почаще. Ну что, привет, брат. Я пришел к тебе навестить тебя. А как я тут оказался? 3, 4. Это чё за хрень? Мне не нравятся эти быстрые клавиши в игре, абсолютно. Настройки управления на суше. Давайте найдем цифры и уберем их. Быстрый переход. Блин. Мне вот эти быстрые переходы в игре не нужны. Ладно, позже разберемся. Так, я заново зашел в тюрьму, потому что я воспользовался какими-то быстрыми переходами, забинденные клавиши. Как их перебиндить, я даже не знаю. Ну, наверное, 1, 2, 3 выбор оружия, их туда назначу. Ну, сделаю это уже попозже. Итак, ребята, мы пришли к брату, пора разговаривать. Что бы ты ни думал, я рад тебя видеть, брат. Рад видеть тебя, брат. Я, конечно, понимаю, что тебе трудно в это поверить, но мне действительно чертовски приятно, что ты приехал сюда. Ха! Ну надо же, он рад. Значит, пока ты был на коне и являлся гордостью своего ордена, Шарль был позором семьи, жалким художником, жиголо и придворным шаркуном, так? А теперь, когда тебя упекли за решетку, твои же соратники, ты мало того, что воспринял в своем непутевом братишке Марателе холстов, так еще и чертовски рад его видеть. Шарль, ты... Я еще не закончил. У тебя хватило наглости сыграть на чувствах нашего батюшки, чтобы помочь самому себе. Так знаешь же, что я приехал в эту чертову глушь, где от жары можно сойти с ума и где москиты буквально заедают насмерть. Не ради тебя, а ради нашего бедного отца.
Ой, Лишарль, с каких пор в тебе взыграла сыновья почтительность? Давай на чистоту, брат. Всем в Париже известно, что ты сын, хотя ты и носишь фамилию де Мор. И тебе крайне невыгодно, чтобы фамилия де Нампе покрылась позором и была втоптана в грязь. Ведь тогда ты сможешь бравировать, намекая на свое происхождение и рассказывать вымышленные истории о своих героических похождениях. Так? Двери лучших домов Парижа навсегда закроются перед тобой, и тогда навряд ли подпустят тебя даже на милю к Лувру, верно? И твои куртизанки и любовницы, чьим мужьям ты наставляешь рога, пока те сражаются на полях брани за наше отечество, вряд ли захотят изменять своим благоверным с братом государственного преступника, коим меня намереваются здесь вообще как бы выставить. Скажи, ты ведь приехал сюда прямо из постели какой-нибудь замужней девицы? Я угадал? Шарль, что это с тобой? Чего ты так изменился в лице? Правда, глаза колет? Ты... Ладно, брат, обменялись колкостями и довольно. Я согласен с тем, что я не идеал, но и ты не ангел. Шарль, сейчас действительно не время для ссор. У нас теперь одна цель — спасти честь и достоинство фамилии де Нампе. И неважно, каким причинам мы руководствуемся, брат, ты хоть раз в жизни сменим вражду на мир. Договорились? Хорошо, давай попробуем. Ты можешь толком объяснить, в чем тебя обвиняют? Официально это звучит как растрата денежных средств Ордена, на самом деле все гораздо глубже. Угу. То есть ты присвоил себе деньги вашей организации? Но-но. Я же говорю, это официальное обвинение. Я не взял ни Луидора. Ну так вышло, понимаешь? Я не могу объяснить тебе все подробно, поскольку даже находясь за решеткой, не имею морального права раскрывать тайны нашего Ордена. Но ты уж все-таки постарайся объяснить, братец. В конце концов, я имею право знать. Ты так не считаешь? Хорошо. Я получил деньги на проведение щекотливой и очень опасной операции, которая должна была привести к политическим перестановкам на Карибах. Я действовал по приказу Филиппа де Понси. Это генерал-губернатор французских колоний. Так вот, несмотря на все приложенные усилия, дело провалилось. Де Понси буквально пришел в ярость, поскольку разрушились все его далеко идущие планы. Я лично подписал приказ о моем аресте. Он лично подписал приказ о моем аресте и проследил, чтобы он был выполнен. А затем явился сюда и заявил, что если я и мои родственники не вернут денег, выданных на операцию, то он обвинит меня в растрате и измене Ордену. Ну и дела. И где же они, эти деньги, которые, как уже я понял, предстоит выплатить нашей семье за твои промахи? Они потрачены на подготовку операций, взятки, организация экспедиций, покупка всевозможных товаров и снаряжения. У меня были очень большие расходы. Как я уже сказал, себе я не взял ни монеты. И какова же требуемая сумма? 1 000 000. Что? Ты шутишь? 1 000 000, да? Я похож на человека, который настроен шутить? Нет, братец, это, увы, горькая правда. Мы должны вернуть де Понси 1 000 000 песо, но, черт возьми, у нашей семьи и близких нет таких денег. Нам не хватит и 20 лет, чтобы собрать эту сумму. Если бы я не был за решеткой и не был связан обязательствами перед Орденом, я бы заплатил их за полгода, год, максимум 1,5. Шарль, здесь новый свет, здесь все иначе. Активный, предприимчивый человек способен сделать тут состояние. И на это не уйдет вся жизнь, как в Европе. 1 000 000 за полгода, ты спятил? Но раз ты так уверен, почему бы тебе не сообщить об этом твоему де Понси? Пускай выпустит тебя и подсуетится. Не говори чепухи, Шарль. Понси ни за что не выпустит меня отсюда. Если бы все было так просто, я бы не просил тебя о помощи. То есть, эти деньжища за твою свободу придется добывать мне? Не только за мою свободу. Или ты уже забыл? Нам снова вернуться к разговору о дворцах, благах и любовницах?
Да, Шарль, это придется сделать тебе, если ты, конечно, хочешь продолжить вести свою репутацию. Блин. Я прошу прощения, ребята. Если ты продолжишь вести распутную жизнь в Париже, как и прежде. А ты же этого хочешь, так, брат? Но черт тебя подери, как же я их достану? Ты знаешь, в округе дерева, на котором вместо листьев растут луидоры. Весь Новый Свет представляет собой рощу из таких деревьев. Вот только всем лень поднять свои тупые головы и протянуть руки к их ветвям. Не переживай, Шарль, ты справишься. Я здесь знаю тебя с раннего детства. И если бы ты был безнадежно глуп и ленив, я бы не тратил время, упрашивая отца прислать тебя сюда. Несмотря на все твои достоинства, о которых я уже упомянул, ты храбр, чистолюбив, толков, обладаешь хорошо подвешенным языком и умеешь обращаться со шпагой, что крайне важно в этих краях. Ну, спасибо. Неужели мой дорогой братец не зашел до похвалы в мой адрес? А я-то думал, что я всего лишь жалкий художник придворный. Прекрати ерничать, мы же с тобой договорились или нет? Извини, брат, само вырвалось. Просто слышать от тебя эти слова так же необычно, как услышать рассуждения о спасении души из уст уличной шлюхи. Продолжим, брат. Как я сказал, у тебя есть все задатки, чтобы добиться тут успеха. К тому же ты не один. Я помогу тебе советами, что делать и как правильнее поступать. Слушай меня. У нас с тобой все получится. Поверь, опытом мне не занимать. Ты готов прервать поток бессмысленных слов и перейти, наконец, к делу? Да, я, похоже, задерживаюсь. Ладно, слушаю тебя, Мишель. Да, брат, ты здесь задерживаешься. Приятно, что ты, наконец, это осознал. Так что, если тебя ждет в Париже какая-нибудь куртизанка, советую о ней уже забыть. Но не переживай сильно по этому поводу. Местные девки обладают не меньшим очарованием. Правда, они любят настоящих мужчин, сильных, напористых и даже в какой-то степени грубых. Так что, если надумаешь поухаживать за какой-нибудь симпатичной колонисткой, особенно не рассчитывай на чтение стихов, рассуждения о живописи и прогулках под луной. Не оценят. Так, братец, теперь ты ударился в свободоблудие. Давай ближе к делу. Я готов выслушать твои советы, но не твои пошлые намеки. Хорошо, для того, чтобы у тебя вообще хоть что-то получалось, тебе обязательно нужен корабль. Карибы — это архипелаг. Здесь вся жизнь неразрывно связана с морем. Для человека с собственным кораблем сразу же открываются бесчисленные возможности заработка. Но я же не моряк. Значит, пришло время им стать. Другого пути у тебя все равно нет. Ты же не думал работать клерком в портовой конторе или записаться в гарнизон? Нет? Значит, станешь капитаном. Какой занятный поворот в моей карьере. А где же я возьму себе корабль? На нашей верфи сейчас стоит отличный люгер. Это большой, но очень удобный корабль. Как раз для того, чтобы ты сделал первые шаги на поприще моряка. Этот люгер строили специально для меня. Я внес за него залог в 5000 песо через моих людей. Отправишься к местному корабелу и скажешь, что ты от Мишеля до Нампе. Он в курсе. Корабль стоит всего 5000? Странно что-то. Брат, ты меня вообще слушаешь? 5000 это только залог. Цена люгера около 20 тысяч. Так что оставшуюся сумму ты достанешь как-то сам. Кроме того, тебе потребуются деньги на найм команды и штурмана. Отлично, и где же мне все это искать? Заработать? А как же еще? Деньги валяются тут под каждым кустом. Нужно просто знать, где их искать, и не бояться трудностей. Походи по заведениям, поговори с людьми. Тебе наверняка предложат какое-то поручение. Будь осторожен. Прихвостов у нас в городе больше, чем честных людей. Ясно. После того, как купишь корабль, найми команду. Сам ты пока не можешь управляться с кораблем, так что тебе понадобится штурман. Обо всем этом поговорим с хозяином таверны, он тебе поможет. Ну и сам не теряйся, конечно. Когда выйдешь в море, сразу бери курс на Гваделупу. Что это такое, город? Это остров в 2 днях пути отсюда. Да, постарайся побыстрее обзавестись картой архипелага и выучи ее, как отче наш, чтобы не выглядеть в глазах людей остолопом.
неспособным отличить город от острова. Мотаться по архипелагу придется много, так что готовься сразу. Ладно. Что мне там делать на этой, как ее там, Гваделупе-то? Найдешь там человека по имени Фадей. У него свой дом недалеко от пирса. Представишься ему от меня и потребуешь вернуть долг. Он как-то весьма неплохо проигрался мне в карты, а полученные деньги будут тебе в качестве подъемных. Используешь их, чтобы раскрутиться. В смысле раскрутиться? Да в смысле при помощи этих денег заработать еще денег и так далее. Например, торговлей. Мы еще вернемся к этому разговору. Пока займись кораблем, отправляйся на Гваделупу, найди этого толстяка московита и вытряси из него долг. Только не прими мои слова буквально. Фадей очень уважаемый на Гваделупе и друг самого губернатора. Так что ссориться с ним ни к чему. Наоборот, попробуй подружиться. Как получишь от него деньги, сразу возвращайся ко мне. Ты меня понял, брат? Понял. Ох, и за что же мне это наказание? Не печалься, Шарль, прими это как неизбежное. Зло или добро. Ты еще благодарен потом судьбе будешь за то, что твоя жизнь повернулась именно таким образом. У тебя, братец, появилась возможность наконец-то проявить себя в делах достойных настоящего мужчины. Глядишь, и человеком станешь. Тут добавили какие-то квесты обучающие. Давайте попробуем, пройдем. Я понимаю, что я в это играл, ребят. Но можно, в принципе, попробовать. Давайте, это все-таки новинка в игре. Почему бы ее не опробовать? Нет, ты, что ты, все, Шарль, не теряй времени понапрасну. Что делать ты знаешь, жду тебя с Гваделупы уже с капитаном собственного корабля и с деньгами от Фадея. Удачи, брат. Постараюсь не подвести, Мишель, до встречи. То есть я выбрал какое-то обучение и... Короче, и толку, что я это все выбрал, я не понимаю. Я выбрал какое-то обучение, ребят. Так, у нас есть журнал «Бремя с Гасконца». Ну, дела, я до сих пор не могу прийти в себя. Братец советовал походить по заведениям, поговорить с людьми. Ну, начну, пожалуй, с визита в местный магазин. У купца наверняка есть какое-то дело. Но я думаю, тот же самый квест, наверное, будет. То есть, видите, он мне в журнале иногда Шарль, он свои мысли пишет. Что-то должно произойти. Вас осудили за пиратство. Скоро вас ждет казнь. Меня опять осудили, ребят. Так, мы вернулись обратно. Пропустить обучение. Обучающие квесты я включаю. И надо не забыть, ребята, сохраниться. Потому что, мне кажется, разработчики единственное, что прикольное и ржачное в игре сделали, это наказание за пиратство. Тут именно есть свой подтекст, ребята. Меня сажают в тюрьму, я ничего сделать не могу с этим. Так, а как отсюда выйти-то? Я уже забыл. Нет, это просто двери. Хотя я раньше вроде выходил. Но я могу запамятовать. Во, стоп. Вот они, ступеньки. Так, ну естественно мы сохраняемся. Пошли наверх. И сразу же появляется Григуар Валинье. Да задолбали вы меня сюда сажать, серьезно. Это вообще не смешно, ребят. Вообще не смешно. О, это снова мой друг. Вижу, вы допустили святая святых. Да почему меня в тюрьму-то постоянно сажают? Я уверен, это переход. Магазин. Мне, походу, поиграть не дадут.
Я все равно заканчиваю здесь, ребята. В любом случае заканчиваю здесь. Я не знаю, с чем это связано, конечно. Но начало игры уже интересное. Но я постоянно оказываюсь в тюрьме. Мысли вслух. Нет времени. Переход. Магазин. Все, я не буду с тобой разговаривать. Иди отсюда. Он меня Мне кажется, это что-то от разрабов, ребят. Потому что прикол в том, что время-то не идет. Оно вообще не идет. Охрана города — серьезная задача. Че, неужели здесь приходил? А можно выйти как-нибудь по-другому, ребят, пожалуйста? А мне кажется, как бы я ни выходил, меня все равно кинет в одно место. Так, ну чё, магазин? А если я сам к тебе подбегу? Простите за навязчивость. Блин. Я в любом случае в этот орден попадаю. Я не понимаю, ребята. У меня до этого мне помогало как-то. Вот. А сейчас я просто выйти не могу отсюда. Меня сажают за пиратство. Магазин. А если его пощелкать в диалоге? Черт возьми. Блин, я не знаю, как дальше играть, ребят. Серьезно, меня просто ступорят. Но покупать я еще раз скажу, я это не буду, потому что, ну блин, да, интересно, да, вроде бы прикольно. Но не настолько. А я в дом вошел, и меня все равно посадили в тюрьму. Так, попробуем сейчас еще какой-нибудь вариант. Чем мы не пробовали Корсара, что ли, пройти? То есть я как встречаю его, Григуара Валинье. Блин, игра вообще багованная вся, видите? У меня даже диалог Григуара Валинье на экране. Так, еще раз пробуем загрузиться. А если я попробую сейчас в магазин перейти? И один хрен. Я попадаю в тюрьму. Но, ребят, я думаю, что пройти, наверное, дальше пока у меня не получится, пока я не разберусь вот с этим багом. То есть баг заключается в том, что я постоянно попадаю в тюрьму. Я, как уже сказал, если это реально послание и привет от разработчиков, блин, ребята, вы угарчики. Ну, либо очень хреновая такая корявая игра. Как, ребята, разберусь с данным багом, как мне его обойти, мы продолжим проходить про Шарля де Мора, Корсара каждому свое, я назову эту игру так. Так что на этом мы пока видео наше закончим. Это был с вами канал Алексей24, я не могу выбраться из тюрьмы, постоянно загружаюсь, то есть последняя моя точка действия это вот здесь, все. Ребята, а у меня есть идея. Надо кое-что проверить. То есть игра реально очень глючная. Возможно, из-за выбора диалогов идет какое-то, я не знаю, ломание игры, может быть, или как это назвать.
Так, давайте сейчас с Мишелем Что еще бы раз ты ни поговорим. думал, я рад тебя видеть, брат. Есть вариант, короче, переиграть этот момент, знаете как? Блин, вот реально, вот, слова другие, диалоги немножечко изменены, я согласен. Смотрите, я беру обучающие квесты. У меня эти квесты зависают на Григуаре Валинье, меня сажают в тюрьму. Давайте пропустим это задание. Вместо твоих занудных навручений лучше бы мне подсказал, где денег на корабль можно сразу взять, а не пойду туда, не знаю куда, братец. Я здесь без году недели, а ты меня как щенка в воду... Выплывет, не выплывет. Чем быстрее у меня будет корабль, тем быстрее займусь настоящим делом. И тем короче будет твое пребывание в этой камере. Ты же не враг себе, Мишель. Хех, брат, сразу даже кошки не родятся. Хочу все и сразу. Этот подход глупый, зеленый юнцов, не видящих жизни, и многих он свел за решетку или даже, даже на тот свет. Зрелый человек понимает, что всего надо достичь постепенно. Впрочем, пес с тобой, есть один вариант. В церкви Сен-Пьера ты можешь найти аббата Бенуа. Но вы помните это развитие. Обучающие квесты. Начать с того... Хорошо, я опять подписался на Обучалова, ребят. Опять на обучение подписался. Если нет, то через аббата Бенуа попробуем. Так, сейчас мы сохраним игру. За этот вариант. Так. Переход в магазин. И опять Григуар Валинье. О, это снова вы. И меня опять выбрасывает в камеру. Нет, ребят, надо реально разбираться. Я хоть и думал, что разберусь, оказывается, нет. Нифига, ребята, не разобрался. Опять меня посадили за пиратство. Какой бы диалог я ни выбрал, в принципе... я не хочу к Бенуа идти за деньгами вообще. Поэтому, я думаю, на этом пока игру мы закончим. Если вдруг я разберусь, либо выйдет какое-то обновление, патч, или я узнаю, что делать дальше, естественно, я продолжу. Ребята, не забывайте, пожалуйста, писать в комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Также, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Я думаю, скоро увидимся, но когда будет стрим, пока я не знаю. С вами был Алексей 24, ребята. Еще раз уже точно с вами прощаюсь. До встречи в следующей серии и всем пока.